күні ма бір чистка болған, онлайн чистка жасағам алдың күні, но я анонс давала за сутки, зашли люди, прям хорошие результаты. Мына жерде мына по операцияға шақырып жатқан бір кісі шығып айтып берсеңіз. Операцияға барған ғой, позавчера приняла сеанс, сегодня пошла, легла в больницу, оформилась, и перед операцией сделали обследование, сказали, вы зачем пришли, у вас все нормально. Представляете, одна чистка вот так подействовала. Запрос ставетін шықпай жатыр. Сол, осындай результаттар өте көп. Операциядан аман есен сақтап қалады, даже грыжа позвоночника, потом тоже киста, по-моему, и яичников у девушки тоже отменили операцию. Опухоль мозга. Отзывы все есть, можете посмотреть. Здесь на страничке есть отзывы. Это люди вот так выходят, как Айнагуль, и сами рассказывают. Беременеют. Вот только что Айнагуль говорила про девушку. У нее была панические атаки были, дисбаланс, гормональный сбой. У нее не было вообще месячных. Вот после чисток, после марафона у нее восстановились месячные, и она забеременела. Вообще врачи о беременности даже и ставили, конечно, бесплодие, потому что месячных не было. Она и не лечилась. Она говорит, я таблетки не пила, потому что понимала, что это все в голове. Проблемы. Сол. Вот такие результаты. Я говорю, помните, Самал Ханом у вас взяла один марафон, и у нее лечение, дар открылся. У него уже был открыт, а вы ей дорогу открыли марафоном, и все. Россия, она вот живет там. Да. Лечит сейчас она. Диагностика. Кто хочет знать, что творится в ауре, в тонких телах, какие есть сущности, какие есть порчи, можете пройти диагностику. Без разницы, в деревне живете, даже с Узбекистана участвует в марафоне, Кыргызстан, Литва, Европа, США. С Австралии только еще не было никого, остальные все континенты, все страны, не все, Европа, Россия, СНГ это обязательно, и Америка, Южная Америка, Северная. Ой, Василий, давно уже ни эти марафоны не принимали, ни эти. Как у вас дела? Вы инсайты свои писали, что-то перестали писать. Василь, как там ваши подружки, которым вы как наставник у них? Добрый вечер всем. Қалайсыз? Ақырындап, жақсы, сами как? Хорошо. Какие изменения у вас? Пока крупных не было изменений. Угу. Мы же забываем уже, копошимся, Да. забываем. Потом, когда начинаешь анализировать, думаешь, ой, блин, это же было вот так, вот так. Так, когда я проходила... я же в том году проходила где-то в сентябре, да? Угу. Проходила. В сентябре проходила. В голове бывают разные сомнения, мысли. Скептическое отношение ко всему происходящему, восприятие, что правда, неправда, обман, иллюзия. Там, что это может быть? Каждый человек думает. И я столкнулась с тем, что я говорила, да, я верю, я знаю, что это все происходит, но я прям по-настоящему это ощутила в сентябре, когда с вами встретилась, что насколько энергия огромная, поле, по которой говорят все люди, вот находясь в моем поле, меняется поле другого человека, и что-то там происходит. Я это знала, говорила, но не осознавала, и я не чувствовала. Когда я с вами встретилась, я это почувствовала, я ощутила, что это такое, и что значит, как это может быть заразительно, как, то есть положительный заряд и низкий заряд. То есть я как бы поняла, ощутила, что как мы заражаемся, почему говорят, не ходите в больницу, не ходите там, где там, негатив, да, там отходить. И когда мы заражаемся негативными мыслями или энергией, мы не понимаем, просто ее по цепочке передаем другим людям. И также, когда я пришла домой, то есть я в течение доли секунд зарядилась от вас, получается, это я потом поняла, осозналась, потому что у меня, видимо, то, что же вы говорите все время, поднимаете свои вибрации, нужно поднимать свои вибрации. То есть все это говорят, но до конца никто не осознает, не понимает, что к чему это приводит. Когда ты поднимаешь вибрации, это может быть произойти, ты совпадаешь, ловишь удачу, да, попадаешь на более благотворительную реальность, да, вот, которая нужна, да, например, все негатив, он уходит, и ты, получается, зарядилась этой энергией, иду такая вдохновленная, не понимаю, почему, мне так хорошо, мне хочется что-то всего делать. Это я потом поняла, что это вот это и было понимание, осознанность, потому что я вот это вот поднятие энергии, что это такое, вот что, то есть, говорит, надо поднимать вибрации, там, кормить себя вкусно, одевать себя вкусно, да, а вот это вот как потом пришло понимание. Я пришла домой, и этим, получается, как бы вот
наполнила, я так думаю, что маму, вот все вот мое поле тоже вот как бы положительными энергиями, да, вот такой вот какой-то вот прилив энергии, какое-то вот желание что-то творить, что-то делать. Я прям радостная ходила. И потом, короче, тоже встретилась. После этого я вот ходила, рассказывала, встретилась с девчонкой. Еще потом я говорю, что это, почему та позвонила? Ну, это мы с тобой рассуждаем. Он говорит, потому что ты сейчас напомню, у тебя куча энергии, все хотят подпитаться тобой. Я говорю, вон оно что. То есть вон оно что, когда, оказывается, когда тебе грустно там или, ну, тебя избегают, а когда ты в таком состоянии, все тебе липнут. Почему же говорят, там, когда в магазине все липнут, это на улице, и когда ты такая идешь счастливая, высоковибрационная, поднявшая, такая не просто настроение хорошее, а вот эта вот энергия. То есть об этом, я думаю, не все понимают и осознают, потому что это я тоже не всегда осознаю, потому что так как мы обычно люди, мы часто забываем, копошимся в своих собственных мыслях, там, делах. И вот раз в какой-то момент останавливаешься, и когда за это думаешь, блин, это же было вот так, вот так, вот так. Но это удержать тоже, поняла, что постоянно в таком состоянии тоже не получается. Негатив, он как будто сильнее стягивает. Как будто все хотят накормиться, напоиться, наполниться за счет тебя. А представляете, что я думаю с теми людьми, вот, ну, как вы, да, например, или там тех людей, у кого там хасия, там, вот они вот этим делами занимаются, вот, видимо, ну, как бы все же хотят напитаться. Да, поэтому же говорят, что атаки идут, там, еще что-нибудь. Я думаю, я раньше думала, почему люди делают, зачем вот нападают, зачем вот это все бред. Оказывается, все за счет того, чтобы подпитаться энергией. Я так думаю, это как к свету, да, или как к генератору подключить. Вот. Ну, что еще? Что еще поняла? У меня зрение улучшилось после того, и это я тоже не сразу поняла. Это я через какое-то время, в январе, в сентябре пошла, в январе пошла, и мне сказали, что до этого говорили 2,5, но я очки не носила. А вот это сказали там 1, что ли, или 1,5. То есть я думаю, да, значит, все-таки что-то произошло. Как исцеление, да, было? Вот. Единичка – это норма, это стопроцентное зрение. Да. Вот, сказали, есть стопроцентное зрение, но очки, ну, как, типа, можете одевать, если нужно там что-то читать или что. А так, типа, 100% необходимости очки брать не нужно. Вот, я вспомнила, да. Да. Потом что еще? Ну, это хорошо, потому что я уже переживала, что мне придется очки одевать, наверное, все-таки придется признаться, там уже все возраст. Потому что уже все в окружении все одевают очки. Ну, типа, там все, уже пора. А тут, получается, это я могу одевать при чтении. Или, ну, я так и не купила, решила, что нет необходимости. Вот. Так, что еще было? Анара, это зависит от вашей кармы, от вашей судьбы, от вашего состояния. В каких вибрациях вы постоянно живете. Если вы постоянно ноете, жалуетесь, если это... Да, это у каждого индивидуально. Может бабушка пройти 75 лет, один марафон и поднять свои вибрации на 50 лет вперед. А может 25-летняя девушка зайти, и ей одного марафона мало будет. Я просто как, утрирую, конечно, но это все индивидуально. Зависит от вашей кармы, от судьбы. Какую жизнь прожили, какое детство было, какие были травмы детские, да? Это все зависит, это все накладывается же на вашу психику. Да, еще у кого какое эго. Да, от эго тоже. Это надо кучу пройти, это нужно понять. Например, вот я очень тяжелая в этом плане. Мне хочется вот как ко всему найти объяснение. Сейчас я прекратила это делать после первого марафона, когда прошла. А раньше вот я так сижу, такая, у меня сразу ум говорит, это вот так, это объясним, это наука, это физика. В общем, что-то все время ум говорит, все время звездит, короче, отводит. Ко всему можно найти объяснение и разъяснение. А на самом деле нужно относиться ко всему от сердца. Сердце свое нужно слушать. Свое сердце нужно раскрывать. Потому что все время врет и отводит от истины. Если человек научится слушать свое сердце, то есть он будет по жизни жить легко. А ум, он как бы обманывает, уводит. И тем, у кого... Вот я поняла тоже, почему я думаю, я там что-то не вижу, что там вижу. Все от ума. Те люди, которые... Я раньше думала, те люди, которые вот сразу видят, слышат, у них как-то так после первого марафона или после первой чистки какие-то чудеса огромные происходят. Это те люди, которых, наверное, карма, да, легкая, и те, которые... У них не сколько ума, сколько сердца, наверное, открыто. Да. Это мое такое логическое, да, объяснение самой себе, рассуждение. Они к жизни относятся легче и просто относятся, они не пытаются в каждой там точку или каждому слову найти объяснение, разъяснение. Им все легко. Они просто пошли и сделали все, не думают. И у них все легко идет. А те, которые думают, а как это так? Правда, неправда? А может это не так? А может вот это? А может это мошенник? А может... То есть у них это все сложно. Пока до них достучаться, например, разъяснить, объяснить и найти доказательства, наверное, они такое очень ощущение, что высшие силы ангелы, они просто устают. Не знаю. Я просто иногда... Такие же подсказки бывают в фильмах фантастических, мультиках. Мне кажется, такое восприятие. Поэтому я всегда рекомендую, что нужно просто не заморачиваться, просто легко довериться, просто не надо никого искать, ходить, спрашивать советы у всех, у кого-то, а как у тебя, а кто лучше, да, там, а как... Надо просто довериться, прийти и сделать, и все в легкости делать. Тогда все идет в легкости, легко, и не ждать, и не ожидать, потому что ожидание, оно как бы оттягивает время, то, что должно произойти сейчас.
Просто проходить, довериться, верить. А вера, она как бы, вот даже в религии же говорят, если которые религиозный якобы, вот, ко всему вера, абсолютная вера должна быть. Мгм. Вот тогда все будет легко идти. И просто нужно довериться. И нужно в первую очередь слышать свое сердце. Потому что крутящие мысли уйдут в голове, темные мысли уйдут, агрессия уйдет. Потом те люди, которые вашей жизни мешают или не дают развиваться, они тоже уйдут. Или даже какие-то события, которые происходят, например, негативные, да, или там, все же бывают разные, они будут развязываться, да, ситуации, раскручиваться в положительном направлении, что все будет решаться. Нерешаемые вопросы решаются. Если человек не решает что-то сделать, он решит. Потом, что еще происходит? Человек постепенно, у кого-то сразу, да, кто-то сразу выходит из там, жертвенных отношений, кто-то быстро бросает свои плохие привычки, да, кому-то надо несколько раз, кого-то сразу прошел, понял, у него осознание пришло, он увидел, как это происходит, это мировоздание, он начинает видеть, слышать, яснознание, ясновидение появляется, у кого-то осознанность приходит, у кого-то кассета открывается. И также те люди, которые ищут себя, которые хотят, которым сказали хасиет, там, которых девочек запугали, там что-то нужно делать. Не нужно никому ходить, не надо там каких-то этих проходить, просто приходите ко всем. Почему? Потому что вам не будут морочить головы, вас не будут обманывать. Все ясно, четко ясно, все расписано по пунктам, курсы, все в открытом доступе, без желания на вас там заработать, без манипуляций. Четко ясно прописаны курсы по этапам. Там первый, второй, третий. Все, это ваш выбор. Вы проходите один этап, второй, третий. Все, это ваш выбор. Вы проходите курс. И, конечно же, без всяких вот этих, они так там другие как берут деньги, говорят, вот сейчас я тебя научу, там год проходит, 2 проходит, там куда-то водят, что-то делают, вот того просто с человека стягивают энергию, деньги и ничего. Потом сломанные судьбы, сломанное, потерянное время, да. То есть я почему это говорю, потому что я очень много людей видела, очень много разных историй слышала, что бывают разные люди, и разные люди это делали, и поэтому я это говорю. И если я это говорю, значит, кто это сейчас слышит, да, значит, это ему нужно услышать. И поэтому я скажу, что рекомендую всем С халава тарандар приходить десеш, на Асел, марафон, не потому что которые сидят с халав. я... С халамай Да. крылья. Потому что без обмана, потому что, ну, уже это не секрет, все прекрасно знают, уже все, даже если по ТикТоку, уже все говорят об этом в открытую, есть те люди, которые поступают нечестно, некрасиво. Поэтому я из тех людей, которые не просто там зашла, увидела и все. Нет, я как бы слушала многих людей, я слушала, ходила, смотрела, ездила к разным людям, которые тоже обещали там почистить, там улучшить мою жизнь. Но вот это просто было скачка денег, скачка энергии, а результат ноль и потеря времени и годы. Поэтому даже если куда-то сесть, вы же все прекрасно знаете, да, мы сейчас, времена меняются, все происходит онлайн. Это облегчает жизнь, и вы свое время экономите. То есть вам не нужно никуда ехать, не надо ничего покупать, вы просто онлайн оплачиваете, и по инструкции вам нужно будет просто пройти марафон. То, что там рекомендуется, правильное дыхание. Самое первое главное – это правильное дыхание, которое нужно делать. Это не трудно. Но хотя мне было трудно. Я не хотела это делать. Я думаю, и так пойдет, и так сойдет, и так получится. А потом через какое-то время поняла, что нет, дыхание – это тоже один из факторов, который помогает, когда проходишь марафон, и в будущем это как осознанное дыхание, это тоже какие-то после них что-то происходит. Инсайты бывают, да, какое-то понимание, осознанность приходит. И также получается в марафоне, то есть вы утром встаете, тратите на себя время, не на кого-то, а на себя, для того, чтобы улучшить свою жизнь. И потом во сне, вечером, после часа, это получается еще второй сеанс. Это круто, вы получаете еще защиту, в этот период, мне кажется. И какие-то блоки, лярвы, ненужные программы, они слетают. Вам не нужно там ходить... Ну, уже все же знают, там, по 10, по 20 раз кому-то непонятные деньги платить, которые обещают, а по факту ноль эмоций, да? Не нужно рассказывать свои истории, почему и что случилось. Не надо будет копошиться в прошлом. Все. Это как будто, знаете, вот это все в облегченной, да, ситуации. Как Wi-Fi включили в доме, получили интернет и смотрите любой фильм. То же самое. Только исцеление происходит так, по щелчку. И каждый, конечно, получит все, что ему нужно. Не то, иногда бывает, мне кажется, не то, что он запросил, а то, что ему сейчас необходимо в первую очередь. Я так думаю, потому что иногда он говорит, вот я загадала там какое-то материальное что-то может быть, но он говорит, вот это я не получила. Но потому что у тебя есть другие там блоки, которые убрались, там открылись дороги, исцеление произошло, там здоровье, там еще что-то. Там же много слоями, которые годами, еще, может, даже с прошлой жизни, да, передается, это все снимается. А к этому, чтобы все прийти, то нужно снимать. И чудо не ждите сразу. Хотя есть люди, конечно, я видела и слышала, заходила, которых прям мгновенно происходит. Даже просто заходя в эфир, они получают какие-то там инсайды, чистку, поднимают свои вибрации, у них какое-то сознание происходит. Бывает, конечно, сложно, которым нужно 10 марафонов пройти.
Но это же везде, это так же, как в лечении. Кто-то пришел, аспирин выпил, и все, и побежал. А кто-то от вируса и антигриппин не помогает, и антибиотик не помогает. Ну, так же и здесь, я так считаю. Я почему привожу пример, чтобы донести людям и объяснить, потому что как будто вот всем людям, некоторым, да, прям нужно объяснять, что это такое. Вот. Да-да-да, Так же, новеньким, да. особенно новеньким, которые зашли вот недавно, они еще не дошло до них, что это все постепенно делается. Аруахтар, вам же тоже не автомат Калашникова, чтобы ваши запросы исполнять сиюминутно. Да? Конечно, да. Ну, для тех, у кого сердце открыто, легкие, чистые, да, скажем, ну, конечно, не так, но у них все в легкости происходит. Поэтому научитесь позитивно мыслить, поднимайте свои вибрации, проходите чистки. Есть различные чистки. Асем часто делает такие вот маленькие чистки, да, чтобы вот для новеньких, чтобы зайти, и это тем более цена доступная, чтобы попробовать, что это такое, ощутить, как бы проверить, да. Но все чистки рабочие. Вот рекомендую вот эту чистку, очень классно. Это вот мертвая живая вода. Об этом все знают, и такой кассет не у всех есть. Вот даже если кто книги читает, да, рекомендуют съездить там в Черное море, Мертвое море, да. То есть вам не нужно ездить куда-то, вам достаточно будет взять чистку, оплатить, поставить стакан воды перед сном, да, перед сном, да, было, и вы почувствуете, как структура воды меняется, и проходит чистка у вас. Там еще есть другие, есть изобилие, вот кто хочет. Вот сейчас же все зациклены на деньгах, на материальном, тоже очень круто. Но желательно, конечно, сперва лучше пройти марафон, а потом уже все остальное постепенно. И самое главное, это без обмана доступная цена, без раскрутки. Типа, а давай сперва вот это, а потом давай, оказывается, у тебя вот это, а давайте вот это. Такого не бывает. Вы сами выбираете, какую чистку вам нужна. А если вы хотите узнать, какая вам нужна чистка, и все-таки, типа, я не знаю, конечно, есть мини-диагностика или полная диагностика, да, вы можете ее пройти. Тоже, что если вы хотите все узнать, там, что, почему и как. Это все круто, все это работает. И также хочу сказать, что Асема в эфире не сидит и не рассказывает, что у меня есть такие-то инструменты, я такая сика, у меня вот это, вот это, вот это, вот это. Нет. Все четко, ясно, коротко, но инструментов и знаний очень много у Асем. Она об этом не говорит, она об этом не пишет в эфире, да, там в грудь не стучит. Но так как я уже несколько лет наблюдаю, я сперва думала, что просто вот чистка, а потом я постепенно понимала, что у нее очень много знаний, очень много инструментов и очень много разных, как сказать, да, знаний, да. То есть она не просто там сидит, просто что-то узнала, там, вот у меня кассет, нет. То есть человек, который много лет учился, она знает очень много информации. А чтобы вот это все читать и знать, даже обычному человеку, человеку лень читать. Все хотят получить по щелчку раз, и вот сделай все за меня, пожалуйста, зайди, все почисти. А Сема очень много знаний, очень много училась, читала. Люди, которые, например, придут, даже которые много начитанные, там такие, я то-то знают, если они пройдут марафон и узнают, они поймут, что человек нового времени, которая понимает и знает, но молчит, но не говорит. Почему? Потому что это нет необходимости, потому что все это будет проходить, убираться на марафоне, на чистках. Вот. Что еще должна сказать людям, которые новенькие? Так, Надо пробовать. просто. Пробовать надо, пробовать. Не сидеть, ждать. Некоторые по 2-3 года сидят, смотрят эфиры, ТикТок, Ютуб, но боятся. А еще есть люди, которые боятся зайти на марафон, у них есть страх увидеть этих сущностей, да, джиннов, шайтанов. Вам не покажут, если вы не готовы. Если ваша психика не готова, вам не будут показывать. Не нужно бояться. Надо убрать этот страх. Правильно? Вы видели, Асель? Да, есть такое. Да, есть такое. Во время сеанса? Нет. Не видели? У меня потом как-то бывали какие-то вот... У меня что-то по-другому. У меня как сказать? Не прямо так я прям видела. Нет, у меня как будто вот как мысли, что ли, как приходят вот типа вот такой-то формы, как черно-белый, наверное. Яснознание. Это тоже знаю. Это тоже, я думаю, знаю, поняла. Это мне ум блокирует, потому что я хочу это увидеть как прям в кино. Вот, ярко, с картинками, вот прям. Вот. И вот иногда даже такие у меня бывают. А почему вот так мне не показывают? А потом сама думаю, нет, я, наверное, боюсь, я бы испугалась этого. Не хочу вот так. Ну, самой собой, когда рассуждаю, а потом такая думаю, нет, ну вот это же вот как визуализация, или как вот знание так приходит, вот это вот так. Типа это ушло, вот типа вот, ну, думаю, ладно. И потом я тоже, да, поняла, что я как будто не готова и боюсь. Вот. Потом еще было такое. Сейчас нету такого. В тот период как будто вот информация шла, я прям слышу, я задаю вопрос, он не отвечает, а я еще говорю, а где доказательства, типа, а вот будет вот так, типа, да? И у меня на следующий день это происходило, я такая, ого, вот такое было. Потом такая, думаю, все, ушло, ничего нету, а потом раз, вот как тихое такое маленькое событие, говорю, сейчас вот это произойдет, потом такая, ага.
И потом смотрю, через день или через это происходит. Ну, такое мало. Вот вначале было много, вот сейчас почему-то мало. Ну, это, наверное, потому что я сейчас марафон не прохожу, и в этом направлении как бы не думаю, наверное, поэтому, наверное. Ну, Мгм. реально, есть такое лень. Да, книжки читать тоже не хочется. Есть такое. Ну, также страх, вот, типа, потом сон приснился тоже, который вроде бы, да, я хочу, а потом такая, нет, я не могу быть такой, у меня нет такого. Это же тоже отговорка, да, мысли Ну, вы моего ума. психолог У меня хороший. нет Вы же столько знаете, сил, да, что вы знаний. психологию по полочкам ставите? Да, бывает иногда такое, да, такое бывает. Мгм. Но не всегда, потому что вот раз недавно знакомая позвонила, она мне такое начала рассказывать. В общем, я сказала, короче, походу, я ничего не знаю, о чем ты расскажешь, я не поняла, потому что она решила, что я знаю лучше ее, но когда она рассказывала, то ли она у нее, то ли она проснулась, то ли осознание, она начала видеть вот эту вот матрицу, вот это все, короче. Я Ага. сказала, стоп, походу, тебе надо со мной разобраться. Вот такое бывает. Вот. Ну, короче, на какой-то момент мне показалось, я такая, ой, я все знаю, еще вы меня похвалили тогда, такая, ой, ой, как сейчас минут, я такая, ой, я что, короче. Вот такое бывает. Ну, потому что вот, представляете, да, вот, когда вы общаетесь в эфире с людьми, вот совсем, да, вы сидите, слушаете, смотрите, у вас уже идет чистка, у вас вибрации поднимается, вы попадаете в ее поле, то есть вы вдохновляетесь, вот энергии, подъем энергии, да. А теперь подумайте, что будет, если вы будете проходить чистку, которая вам нужна, да, различные. А если вы будете проходить марафон, насколько ваша жизнь будет меняться? Это будет у всех по-разному. У кого-то круто сразу взлет, у кого-то медленно. Мгм. Но я думаю, это еще надо быть готовым к изменениям. Потому что не все готовы к Быть изменениям. готовы И принять расстаться ту со реальность, своими которую вы прошлыми программами, с хотите. прошлыми Да, да, принять, да, не все готовы. Как будто вот старая, она как будто держит. Из состояния жертвы тоже как будто трудно выйти. Я по себе тоже это увидела. У меня, говорит, состояние жертвы, я такая, нет, я давно вышла, а потом раз ловлю, что как будто это даже и нравится. Вот особенно, когда кого-то слышишь, охота пожаловаться, да, там поплакаться. А потом говоришь, стоп, я не поняла. А состояние жертвы это тоже плохо. Это тоже слив энергии. Как только вы выйдете из состояния из жертвы, то есть это меня тоже, да, касается, то есть люблю впадать в состояние жертвы, хотя я Выгода осознаю, есть, как я туда конечно. опять возвращаюсь, я не понимаю. Вот. А если полностью, постоянно очищаться, проходить марафоны, обучение, я думаю, колоссально жизнь поменяться. Вы даже... Ну, у меня еще такого не было. Вот говорят еще такое, что человек начинает видеть себя по-другому в зеркало. То есть он молодеет, он становится красивее, там лишний вес уходит. Еще помните, я говорила, что я пошла измерить? У меня рост на 1 сантиметр выше стал. Да-да-да. Был всегда 67, а мне говорят 68. Я говорю, ой, да не может быть всегда 67, я уже столько лет должно было сесть, как с возрастом же меньше становится человек. Еще раз, нет, говорит, 68. Я говорю, может, у вас этот поменяли? Он говорит, нет. Я потом еще раз пришла. В общем, у меня, получается, рост на 1 сантиметр выше стал. Значит, у меня позвоночник вытянулся, я вытянулась после марафона. Да. Хотя я не проходила вытяжку позвоночника, не проходила. Тоже Это рекомендую на марафоне с автоматически позвоночником, с как-то, да? осанкой. Да, проходить. Сема делает, как называется? Вытягивание. Розыгрыш, да? Например, можно попасть, да, вытягивание позвоночника, тоже очень хорошие результаты есть у людей, которые прошли, потому что если вы позвоночник вправите, оно будет в норме, то автоматически тоже можно сказать, что очень многие болезни уже уходят. Да, последний ролик можете посмотреть, Вот. я сегодня выкладывала. Видите, вот... Что еще было? Ну, как сказать, отношение, вот эта агрессия ушло. Нет, иногда бывает, такое вылазит у меня, но она не такая, как вот несколько лет тому назад. То есть я могла просто взорваться, обидеться, обвинить и так себя вести, прям и не могла остановиться, например, да. А сейчас я уже как будто, если я чувствую, что идет агрессия, я осознаю, я понимаю, почему это происходит. То есть могу остановиться, а могу и накричать. Ну, то есть как бы есть выбор, да. А до этого я просто не могла остановиться. Я даже потом думала, надо пить там магний или еще что-нибудь, или к психологу пойти, короче. Агрессия ушла после первого марафона, да. После второго она как бы укрепилась. Вот. А до этого я прям очень некрасиво себя вела. В мгновение могла взорваться, так ругаться. Вот. Это особенно касается, мне кажется, женщин. После родовых там или дома сидят, вот там чувство, как будто ты чахнешь, там в депрессии, там или что-то непонятно происходит, муть в голове, это все уходит, ясность ума приходит, и ты уже понимаешь, что почему это происходит, почему ты злишься, почему такая ситуация повторяется, ты начинаешь уже как бы осознавать,
понимать уже, прокручивать, не крутить вот эти крутящие мысли и не страдать. Ну, просто иди отсюда, все, убираешь эту мысль и начинаешь жить, то есть осознанно. Потом вкус к еде появился. Еда сейчас для меня очень такая вкусная. Я вот сижу, ем, и она такая вкусная. Вкус как бы ярче стал, как будто бы вот. До этого я просто ела, а сейчас осознанно кушаю и вкусно. Прям смаковать могу даже обычную кашу и сказать, как вкусно. То есть, получается, вернулась ко мне вот это вкусовые рецепторы, наверное. И стала вкусно готовить. Вот раньше на автомате готовила, а сейчас могу как-то с каким-то вот вкусно, короче, готовлю. Нравится, да, себе? Вот. То, что готовите. Да. Удовольствием кушать. Конечно, да. Конечно, не ахти, как повара там готовят, там, не как в Инстаграме, но вот я прям готовлю, что умею, например. Мне кажется, вкусно и красиво. Например, часто стала баурсаки делать. Там у меня какой-то вот... Я когда не просто готовлю, а вот желанием, то есть вдохновением готовлю. Я думаю, это тоже хорошо для женщины, потому что какая-то женская энергия, наверное, она как-то пробуждается. Вот, мне кажется, еда из этого даже вкуснее становится. Потом у многих девушек личная жизнь налаживается. Кто хочет там найти хорошую работу, находит работу. Там что еще? Ненужные люди, которые в жизни, например, негативят, они уходят сами. Это тоже хорошо. Очищается пространство. Потом в доме погода тоже постепенно гармоничной становится. Не сразу, конечно, некоторые как думают, марафон пошел, и все, там все даже такие ходить как кино. Нет, будут, но даже если будут ругать, она не будет, ругать будет такая, ну, тут же поругались, тут же помирились и поржали. То есть, без всякой той злобы, негатива. А это просто так, как обычная вспышка. Здоровая вспышка, здоровая агрессия происходит. Но без вот этого вот крутящего, как будто вот кто-то там, люди ж почему готовят автостады там, потому что не могут объяснить. Злятся, с ума сходят, что-то видится, что-то кажется, что-то додумывают, что-то там доказывают. Нет, это все уходит. Все происходит как-то так, как должно быть. Вообще психика вылечивается. Да. Ой, мои тотемы здесь ластятся прям со мной. Ластятся мои кошаки, дракоши. Потом мурашки вот появились у меня. Раньше были, потом она исчезла. Вот после этого тоже сейчас стали мурашки появляться. Я тоже поняла, что вот когда я что-то делаю правильно, наверное, или что-то правильно говорю, или вот инсайт произошел, что я поняла, раз мурашка, ну, значит, все окей, правильно. Или, наверное, вот энергия, может, идет. Вот такое, короче, восприятие. Еще вот в голове иногда вот все чешется, вот на макушке. Вот такая, я говорю, наверное, энергия идет или наполняется. Вот, потом еще манифест, помню, я прочитала первый раз на автомате, так. Потом еще, а потом иногда вот что-то открываю, читаю, и тоже я поняла, насколько, как осознание пришло. Про себя читала на автомате, а потом думаю, нет, надо вслух и громко. Начала вслух читать, вот прям вникать в каждое слово, и я прям думаю, ого, вот прям все как будто продумано. Например, я, как обычный человек, сказала, это вот так и все, типа, да, а не там все, как в договоре, да, юристы же прописывают, прям все так умно, красиво, и после этого как будто вот какие-то вот эти привязки, какие-то, как будто они уходят именно, когда читаешь этот манифест. Как будто тут реально как будто ушло, вот что-то какие-то договора слетели, как будто какие-то программы слетели, вот. Потом я еще говорила, я, кажется, чувствовали, считываю программы, я говорила. Почему? Потому что я вот пришла, ну, вот смотрю, подружка, да, и идут такие, я не думаю, что она такая, а вот какие-то мысли, вот такая, и такая, думаю, мне же хватает ума об этом вслух не сказать, да, потом второй раз, третий, потом поняла, что это есть те программы, которые в ней закладаны, то есть на этой их программы должны быть определенные там скандалы, ситуации, да, а потом думаю, давай разберем там, давай честно ответим. То есть мы начинаем вот это вот разбирать, убирать, и потом раз это уходит, и это уже повтора нет. Я такая, вот что значит программа. Вот как бы это тоже не сразу я поняла. Это через год после второго марафона. Это когда мы вот разговаривали, потом я думала, типа, мы же любим думать, а что вот произошло? Вот мы же как делаем? И надумаю, потом думаю, Вася, не обидно, мы же простые люди, мы же любим рассуждать. Вот. У меня тоже такая, у меня тоже такая вот прям уверенность появилась, там, я программа считаю, а потом думаю, опять же, с чего ты взяла, что я читаю? Ну, такое бывает иногда. Вот. Что еще? Что еще? Вот видите, вот мы забываем. Да, ну ты рассказывала, что ты была скептиком. Она прям не верила, да? Ты не верила же? Скептическое отношение. Такое вот, сейчас посмотрим, куримся. Вот такое. Еще же, не хочешь сказать, ум уже говорит, на мне, это же типа, деген сияқты өтірік бәрі, это все вранье, это всему объяснение, я уже всех прошла, анаған бардым, өтірік. Ну, такое же разочарование какое-то идет, это все вранье. А потом, вот с чего же начало, я же просто включала, сперва я думала, почему у нас нет таких вот людей, да, вот таких-то, и как будто бы вот вселенная дает, да, я вижу такая, смотрю, а потом все равно такая, все равно же мысли же проскальзывают же разные, это правда. И
Я просто включаю ваш эфир и сижу, смотрю. И при этом я не пытаюсь там слушать, вникать. Сижу, свою работу делаю. Просто смотрю и слушаю. Даже лайки не ставлю, просто слушаю, короче. И потом какие-то у меня были события, и я думаю, так, а когда это все началось? И я начинаю смотреть, вот же получается, я получаю ответ, что когда я начала заходить в эфир, начала смотреть, у меня в тот день, как бы, как я, вот получается, не каждый день, я захожу в эфир, я включаю, у меня начинают ко мне приходить люди. Вот как будто начала работа двигаться. Вот просто люди идут, начали приходить. Я говорю, ого, вон она что, типа, да? Вон она, оказывается, работает. Потом я стала смотреть, уже кулаком дальше начала слушать. Потом көзім дальше начала смотреть. Это же не сразу приходит, да? Потому что я была тогда настолько в своем негативе, вот как будто вот в темном, в болоте, да, как будто прям зависла такая вот масса, вот как будто я такой видела масса такая, я из нее прям выйти не хочу, но не могу, я она прям в ней. И потом, получается, я постепенно как будто от нее как будто вышла. Я вот слушала вас, я еще думала, пойти, не пойти, правда, неправда, что это такое, дегенсяка, да. Я стала заходить потом уже осознанно на эфиры, уже стала лайки ставить, дегенсяка, чистки смотреть, короче. И у меня, смотрю, как бы вот у меня энергия, мысли уже как бы стала меняться, то есть уже стало какое-то движение появляться, и потом уже пошла на марафон. И вот помню тоже вот я такая, ого, то есть все работает. Получается, я очень тоже долго думала. И получается, из того состояния мне было выйти очень тяжело. И потом поняла, что, получается, предки, они все такие предки, ангелы-хранители, да, они выполняют очень сложную, трудную работу, чтобы я пришла, увидела вас, да, чтобы вы услышала эфир, и чтобы я пошла на марафон, тоже какую-то огромную работу. Не надо, блин, какая у них, я такая сложная. Помните, я такая сложная, которая не скептически отношусь, не верю. Думаю, как, конечно, такая работа была, чтобы я дошла, увидела, услышала, и чтобы это дошло до меня. Потому что ум-то сопротивляется, насколько вот... Хочу еще раз сказать, и все время говорю, ум все время уводит людей, уводит вас в сторону от истины. Осознанно, чтобы понимать и прийти, и получить ответы на свои вопросы, и получить исцеление, и найти свой путь, свое предназначение, приходите, потому что, когда у вас идет раскрытие сердца, и вы начинаете говорить от сердца, и слушать свое сердце, все в жизни будет меняться, у кого-то быстро, у кого-то постепенно. Потому что марафон дает свой результат. Она работает, рабочая. Очень огромная сила, энергия, для того, чтобы вас почистить, чтобы ваши арахи проснулись, пришли. Вы начнете понимать жизнь, и у вас постепенно осознание придет, и вы начнете постепенно понимать не только себя, но и окружение, и мир своих родных, и постепенно уйдет осуждение и желание осуждать. Вы уже будете разбирать и понимать, почему этот человек поступает так с тобой, или почему ты поступаешь так, и у тебя будет выбор, поступать или не поступать. То есть выбор быть добрым или злым, да? И ты уже выбираешь и говоришь, да, я знаю, я могу быть злым, но я выбираю быть осознанным человеком, быть человеком. То есть это называется проснуться, быть человеком. Потому что все прекрасно знают, что очень много людей, боты, которые запичканы разными программами, и они превратились просто в ботов, бездушных людей. Ну, наверняка, может, есть душа, но душа не может пробиться через разные программы. Программы не дают человеку услышать, у кого огромное эго. Вот они тоже очень плохо слышат, видят. Они не видят, они очень сложные люди. До них достучаться очень трудно. Они просто не слышат свое сердце. Вот. Супер, классно, Василия. Так доходчиво все объяснила. Тут ко мне просится Наргиза. Вот я думаю, все ли рассказала? Да, давайте, хорошо, давайте. Благодарю. Рахмет, алғыс. Счастливо всем. Ерлан Мырза, армысыз. Алғыс. Номер бірінші бақсы дейді. Рахмет. Қазір. Наргиза, хотите, у вас какие-то есть инсайты, да? Армысыз, Асем ханым. Ишарық. Қалыңыз қалай? Шикар, потихонечку все идет, хорошо. Как прошел марафон у вас последний? Ой, марафон, это было для меня прям 2 недели колбасило меня. Прям, знаете, бывает же вот какой-то момент, как-то мимо пропускаешь, говоришь, все, я простила, все, я отпустила, все это. Мы как-то говорим, а внутри души это остается. А Да. когда во время марафона это я увидела, это было лет 10 назад, даже больше, 13 лет назад. Я сама вот это увидела, что было в то время, 14 лет назад. Меня неделя колбасила. Какое-то такое ощущение, как будто в такое состояние упала. Депрессия, апатия, нервотрепка какая-то. Я не слышала себя, я не понимала, что со мной происходит. Везде меня начало таскать туда-сюда. Очень много всего. Я была, в шоку состоянии, я не понимала, что со мной происходит. Еще я работаю, но у меня физическая работа, да, вот, а еще дома прихожу, я стою, говорю, где я, что со мной происходит. 2 недели я не понимала, что со мной происходит. Так получилось, знаете, первая неделя, это почти целая неделя была до 30 лет назад сделано вот это все негативно магические воздействия. Неделю меня почистили, неделю меня показали. Потом, следующей неделе, уже второй неделя, получается, без кончи, он не
меня прям полностью почистили. Полностью почистили дегенде, Наргиза, кладбищенская порча была, да? но кладбище тоже было, там очень много было, потому что я начала спать, я глаз закрываю и встаю, такое ощущение, кладбище, я встала, что это такое? Но это было у меня 14 лет назад было это. И у меня в такое состояние было, я не понимала, что со мной происходит. Я не могла спать, время вот, сағат 12-де ұйықтадым ба, 2-де тұрам болды. Арада 3 сағат көне ұйықтаймын болды, одан кейін ұйықтамай, почти целую неделю я вот так ходила. Самое интересное, знаете, Симханым, обычно бывает, когда я, если көне 7-8 сағат ұйықтамасам, я нервная, я себе покой не могу найти, я агрессивна, вот сондай бір неде болып жүремін. А на этом марафоне не так было у меня. Наоборот, вот көне 4 сағат ұйықтаймын бір апта бойы, но у меня такого не было, но просто я не могла понять причину. Вот мне дает подсказки, да, вот как загадками показывают, говорят, я сижу, думаю, что это такое, как это понять, как мне это сделать. Меня колбасит туда-сюда, потом сюда подключились уже христианские религии, я уже қосылдым на жерге. Я была в шоке, но я не думала, что так получится, потому что жұмыс істеп жатқан кезде я сижу, я уже пьяная, я говорю, я не могу работать, дай мне сил дегенде. Бүйтіп сөйткен кезде менің артымда, менің қасымда жұмыс істейтін әйелдер, они уже начали за меня молиться. И когда они начали молиться, уже автоматом подключаются, уже мне проходит, я говорю, блин, говорю, я такой вижу, говорю, у меня крыша едет, реально так дейді, да, вот. Потом мне айтады уже, Наргиз, сен мына жерде отырған кезде дейді, сен артыңнан дейді, молитвалар оқыдым дейді, сол үшін саған автоматом уже прилетели дейді, жаңағы. Это было очень мощное. И там, знаете, мен өзім ажырасып кеттім, уже ажырасып кеткеніме 14 жыл болды. Почти Ана не соперницалар істеген ба? өте көп істеген ана жерде, бір емес бірнеше рет істеген ана жерде. Бұрынғы өтіп кеткен нелер, знаете, как будто они уже как жиналып қалғанда бір жерде тұрып қалған. И я всегда говорила, мен Қазақстанға барғым келмейді. И потому что когда я там жила, я через это проходила, ну как-то бір шетке қойғандығым, но у меня в глубине души осталось вот этот страх, боль, обида. Вот это все. Это осталось, и поэтому я не хотела, потому что мен ана жерге бардым, бұрынғы өтіп кеткен нәрселер ойыма келеді, и все, у меня, как сказать, как будто уже тұрып қалғанда, мне ничего не интересно, даже смысла жизни нету там жить дегенде, да, вот это все, как прикрывали вот так, у меня не было. А сейчас вот после марафона, недавно марафон, наоборот, я говорю, даже я всем говорю, ждите, скоро я приеду, уже айтып қойғам ғой, я не знаю, почему после этого слова еще больше начал колбасить. Так вообще как будто узнали, и они тоже же вот читают, слышат, с кем я общаюсь, все докладывают, там тоже темная вот сторона тоже. И сол айтқан сөзден кейін еще больше начала колбасить. Я говорю, үйдегілерге уже бір ауыз айтуға да болмайды екен, уже айтсам, вот в тот же день что-то вот происходит, я уже чувствую, вот, и ночами не сплю, и мне какие-то знаки, да, я вначале не понимала, меня несколько раз про это, какой экзамен, в общем, я экзамен сдала, көптеген сынақтар берді маған. Сол сынақтан пока өтем дегенше, осы 2-3 апта бойы тентек болып қалдым уже. И я благодарю Всевышнему, қалай дегенмен, көп нәрсе өткенмен басынан, но я на ногах стою, я за это благодарна Всевышнему. И очень много всего происходит. Вот я иду на работу, уже какие-то знаки. Вот недавно, Асимханом, вот я сижу даже на работе, есть такие люди, вот, здоровятся, да, вот, а глаза в другую сторону смотрят. Как-то вот, у меня внутри, әйел жаман әйел дегенде, бұдан ұзақ жүру керек дегенде, да, вот, как-то она мысленно и словами делает краники, вот, я это заметила. И она пыталась несколько раз так, и она приходит, именно ко мне подходит, сколько время, сколько этот, а я обманываю, говорю, а я не знаю. Я говорю, блин, что такое? Я говорю, такое ощущение, говорю, я живу, я иду на работу, не на работу иду, а как битва экстрасенсов, как будто у нас борьба идет, вот как сказать, в скрытом виде, не открыто, а в скрытом виде, вот такая борьба была. Я не понимаю, ну что вы делаете? И у меня в этот стресс, и этот, когда я сильно нервничаю, когда сильно ору, у меня все горло прихватило, уже неделю у меня, но теперь ничего нету, но горло болит. Я, видимо, очень сильно нервничала, и как-то я еще до конца не отпустила. Но я вижу, что они вот так со мной вот разговаривают. Я говорю, блин, быстрее надо что-то сделать, да? Я очищаю с работы, прихожу, очищаю себе. И я читаю все молитвы, что делать, как дальше делать. Вот я иду на работу, я говорю, опять я туда не хочу, Дим, да, вот, ну, амажа конкуру керек, барып, осы сынақтан өту керек дегенде өзіме сондай задача қойдым, и дальше иду, работаю. Это уже, вот я стою, говорю, куда я попала, что это такое? Раньше как-то бывало в Австралии воевали, да, а сейчас вот где работаю, где это уже прям, қалай десем, на ходу тұрған жерінде уже как бой без правил идет, мысленно уже идет. Вот смотрит на меня, а я смотрю на нее, а она уже как внутренняя, вот это уже сразу как-то знак идет, она тоже меня прекрасно знает, которые со мной работают, те женщины, да, вот. И начал завидовать, начали лишние разговоры, как-то начала она мои
начал меня проверять, какая у меня сила, как я занимаюсь, как я общаюсь дегенде, да, вот она начала, но я-то мысленно как-то ушиб жіберемін ғой, ана шегіртке сияқты ұшып келеді, а мен соқсан ұшумен ушиб жіберемін. Пока его, знаете, пока я вот так начал работать мысленно, но это тоже как энергия свою отдаю. Я еще физически работаю, я работаю, и плюс с этим, я думаю, мама мия, куда я попала, что со мной происходит? У меня вот так, вот сейчас до сих пор вот так, но сейчас более легче стало, вот более легче. Ну, сол результатын айтшы, осы не марафон өткеннен кейін легче стало, порчи ушли, да? Показали, кто делал, как делал, бәрін көрсетті ма? Бәрін көрсетті. Вы знаете, Асим ханым, бәрін көрсетті, обидно всего. Вот бывает, человек не хочу видеть, не хочу, чтобы это люди были дегенде, да, вот, но как бы не было, мне показали вот так, я говорю, как так, за что вы так дегенде, да, но я говорю, ладно, я прощаю, я отпускаю, и дегенде, момент вы отпустили меня, но вначале было мне очень обидно, и это, я говорю, почему, ну, когда я отпустила, это, как его, моментально отпустила, но, знаете, тем больше беру, тем глубже идет, вот, лет 10, 15, 30 лет назад болған нелердің бәрі, прям, ана, көпір сияқты судың үстіне шығып тұрады, да? Иә. Рекомендация для марафонцев дегенде видео салып қойдың ғой, сол точно солай ғой? Капуста сақылды, иә? Я. Вот, сол прям по очередь шығып жатыр да, ана не істеген сайын, мен айтамын, қаяқтан бұның бәрі жиналып қалған, оказывается, это все было лет 15 назад, 20, 30 назад тоже, которое сделано, когда не родилась, даже мне показали, я сижу, ну, меня показывали, мне говорят, давай, надо убрать, ну, мен күшім жетпей, сол кезде уже барлық нелер келді, архангелер уже қосылып тазалады, сол кезде я убедилась, вот в чем причина, но очень мощная. Я, знаете, вначале, когда 2 недели проходила, не могла себе прийти, меня шатали туда-сюда, но я только прихожу в себе, уже осознаю, в чем была причина и как надо, что надо делать правильно, да, вот. Я уже вот недавно, знаете, я спала, 12 легла, 2 часа, как-то во сне уже какой-то шаман начал мне говорить, я буду бить бубен, ты должна запомнить. Я говорю, у меня же нету ничего, как я запомню, да? Но я встала, мне плохо, голова болит, тошнит, рвота, понос, все пошел. Я 2 часа стояла, и я не знаю, что мне делать. Потом я зашла в YouTube. Ну, бывает иногда шаманские, исцелительные, там, музыка, там, этот. И как, что я во сне видела, это уже как, я встала, уже как продолжение пошел. Вот продолжение. И через это уже я почувствовала, лето кослов, и как-то начали после марафона, я уже закончила, но все равно исцеление пошел. Она как исцеляли, очищает, вот так. Я тогда увидела, я была в шоке, я говорю, вот какая сила мощная. Но я так поняла, хата ауырған кезде, это знак, что исцеление идет уже выше силы, жанабар келелер, келе көмектесіп жатыр. Через боль вот это выходит, что было. Обострение было, да, обострение. Да, вот у меня сильное обострение. Я таблетки пью, не помогает. Что кушать? Зачем? Таблетки я вообще не рекомендую. Прям, то есть как-то қалдың ба? Маған айтты, бір апта бойы төсекте жату керекпін. Маған айтты. Сен бір апта төсекте... Гуля, есть на русском языке 130 тысяч тенге. Читайте внимательно. 47 тысяч только на казахском 6 дней, 6 сеансов. Сөйткен кезде мен айттым, мен бір апта үйде отырсам, маған кім тамақ береді, кім мені бағады деген дейді. Сол айтқан едім, не болса, сол болса, жаным ауырса, не болса, мен барып жұмыс істеймін. Осы тазалатқан ненің басынан тазалаған кезде, она же больно выходит, вот это все адский боль, через боль, я на все готова. Деп өзім аяқ тұрып алдым да, сөйтіп, и как автомат все равно исцеляется, вот идет даже на работе, идет кто-то за мою спину, например, молится, кто-то за меня переживает, или кто-то там что-то делает ради меня, там, когда вот поддержка идет, да, вот, поддержка, это было очень мощно, я вначале, я говорю, ой, что-то, я, знаете, даже у меня не было сил сидеть, я просто лежала, слушала марафон, я лежала, слушала марафон, я ничего не делала, оно уже как автоматом уже пошло, вот это все. И Татьяна животные приходили, как-то защищали меня, все были со мной, помогали. И это прям такая, это была бой без правила. Бой без правила уже было как и на работе. Но сейчас тоже есть, но не так, как раньше. Раньше прям, когда я с вами брала марафон, это было вообще... И все на меня смотрят, Наргиз, ты совсем другая стала. Ты как цыганка стала, ты совсем... Ты такая, как ведьма стала, Ну да, ты чувствуешь, всех видишь насквозь, да? Да, я тебя не узнаю, говорит, ты совсем другая, ты раньше тихая была, спокойная была. Я говорю, это жизнь так заставляет, говорю, это вы заставляет таким быть, я появилась. Ой, ты другая, ты непростая, я появилась. Но все знают, я-то не говорю, что у меня такое есть. Не стала, говорю, еще рано, говорю, мне надо же опыт набрать, и это, ну, люди тоже все видят в окружении, все чувствуют, но очень скрытно, прям скрытно. Марафон, я уже третий раз беру, ну, очень мощная. Даже мне показали, мне сказали... Наргиза, сөйлей бер, я мен қазір барып келейін. Суал келейін, иә. И даже мне показали, бұрынғы ата-бабадан қалған, жаңағы нелер болады ғой, кармалар,
бұрынғы сол істелген нелер қара порчалар соның бәрі осы марафон кезінде тазалайды деп андай сол бұрын өткен нәрселерді уже маған көрсете бастады. Ну, когда мне показали, и я была в восторге. Ну, как-то вначале я не понимала, как это понять. Вот уже не... Потом уже я сидела, начала думать, уже все равно по полкам как бы қойған кезде уже сол кезде байқадым. Потом я поняла, в чем причина, как дегенде, да, вот. Но это было очень мощное. И потом мен 14 жыл бұрын күйеуімнен ажырасып кеткен тұғым. Сөйткен кезде 14 жыл бұрын болмаса қалай десем күйге тигеннен кейін все равно как-то остается с бывшей стороне, вот как и в мужа стороне жаңағы нелерді өзінің бойына түседі екен, қыздың бойына, қыз да соған жауап береді дегендей, да, вот. И, ну, хотя я с их стороны ни с кем я не общалась, почти 14 лет, не видела никого, не слышала, но соның жақтан жаңағы қайтыс болған ата-бабалары, туысқан таныстары дегенде постоянно маған келіп тұратын. Но я вначале как-то ноль внимания, не захотела их как-то пропускать к себе, ну, как-то я запрет поставила, не хотела. Но потом в концовке я попросила өзімнің ата-бабаларымнан, және соның ата-бабаларынан разылығын беріп, сол әулеттен шығаруды. Яғни келісіп, сол әулеттен шығарды. Соған бір, қалай десем, я не скажу, что я такая была счастливая, радостная, но мысль была как 50 на 50, я правильно сделала или нет, потому что я не захотела сол жақтың қасиетін алуға, и жаңа сол жердің, қалай десем, несем, как это, просьба дейді, не дейді, там, их не это, я не стала, я сказала, я отказываюсь, я не хочу, лучше осы немен, осы күшпен, осы қасиетпен жүруді қалайын деп айттым. Қарсы келдім, не стала принимать их с их стороны, вот, ну, меня освободили оттуда, мне было очень приятно, как будто вот кеудемнен бір тат түскендей болды. Пока она әулеттен шығарайын дегенше почти бір апта уақыт өтті. Бір апта уақыттың ішінде менің ата-бабаларым, және олардың ата-бабалары қосылып, келісіп, сөйтіп сол әулеттен шығартты. Маған айтты, все, ты окончательно развелась, теперь ты свободна, теперь ты можешь спокойно выйти замуж, можешь. Деп прям айтқан екен, как-то, уф, деген ғой, бір рахатым. Как будто такое ощущение, как будто у нас это было, қалай десем, бывает вот как ЗАГС, как документальный развод. Такое ощущение, ну, хотя у нас не был документальный развод, но как-то вот сол әулетті шығарған кезде уже я как-то вот песня вспомню, я свободна деген, или я свободен, сол өлең айтып жүрдім қуаныштан. Что еще сказать? Но это было очень мощное. Каждый раз әр марафон алған сайын көптеген сынақтар, көптеген жаңа белгілер береді, как загадка ретінде. Вот, нужный момент қағып алып, и нужный момент сол немен жүру керек, да, вот, правильно. Вначале я не понимала, ну, сейчас вот сижу, думаю, бывает вот на работе, бывает дома, когда я одна, вот, начинаю думать, к чему это было, как это делать, что надо делать, и вообще мощно было Симханом. Когда мне сказали, она әулеттен шығарды, ты все уже разведен, ты уже разведен, иди, выходи замуж, за кого хочешь. Я сижу, вы реально меня освободили, теперь я свободна, теперь ты свободна, все, иди куда хочешь, выходи замуж, мы отпустили, мы прощаем тебе, деп айтқан екен. Оф, деген ғой, знать, пока ана бірінші күйеуімнің жағына, менің жағына, екі пока келісіп, жаңағы бір шешім шығарайын дегенше, меня неделю шатали. Через неделю, когда освободили меня, как-то я была в шоке, еще как-то, я говорю, точно, как-то не уверена. Ну, нет, это было... Реально про меня освободили, было хорошо. Ну, как-то, как сказать, как-то неожиданно было. Но аруахтар реально келіп көмектесті. И это было мощное. А Симхан, очень много всего сейчас у меня происходит, вот. Просто я часто забываю. Вот. Абах, оқыңыз, начинайте принимать. Казахстанға хотите, да, возвращаться или думаете еще? Вот я хочу Казахстанға, ну, қазір айтам, ана сабақты бітірсем, кейін, уже я сейчас, знаете, не только себе, я уже от дочки, ну, как сделать, что сделать, келеулелерім, мен көмектесіңдер, дұрыс жолды көрсететін, қалай істесем екен, не істесем екен, сөйтіп во благо мне, деп, я всегда говорю, как-то мне знак идет, подожди, как будто, вы знаете, я раз здесь осталась, у меня есть такая задача, я должна это сделать. Как я это сделаю, закончу свою задачу, потом меня туда отправить. Я говорю, раз сюда отправили в Россию, значит, это во благо мне, чтобы я начала понять себя, развивать духовность, да, вот. И когда вот проходит марафон, или хоть элементарно бывает такие, а чисто даже стримы, я сижу, бывает, я сплю, бывает 2-3 дня в постели лежу, ничего не хочу делать. Вот так, такие дни тоже бывают. И как-то вот здесь мне дали возможность, шанс, чтобы я о себе думала. Вот, как сказать, вот, допустим,
Ну, например, у нас в Казахстане у нас всегда дверь открыта. Один проходит, один уходит, гости очень много, там это как-то не для себя уже, там уже в основном как обслуживание дегенде, да, вот қонақта келген кезде вот вся внимание қонақта болады, да, вот тогда о себе человек не думает. Только вот ночью, уже ночью устаешь и себя не слышишь дегенде. А здесь вот днем и ночью, когда вот я сижу, вот бывает, когда я думаю, и автоматом... Сама себе предоставлена, видишь? Да. Казахстанға келсең, надо отдельно уходить от родителей. Не надо туда идти. Вот я тоже об этом думаю. Если я в Казахстан барсам, отдельно у меня должно быть жилье. Отдельно, потому что с родителями уже это уже мне не положено. Все, уже, мне уже, вот как-то вот человек должен отдельно для себя жить. Свою это, потому что әке шеше шаңыра ол басқа, а өзі шаңыра ол басқа. Тем более қасиет болған кезде әке шешемен ешқашан сыймайды. Өйткені ана қасиет қысып тастайды. Қинайды. И мен айтамын ғой, даже мамама айтамын, папама айтамын, сендер білесің, мен не үшін ана жерден қашып кеттім деп, менің қиналғанымды, менің басым өткен нәрсе сендер көрмегенің дұрыс деймін, да, вот. Лучше от вас подальше, не болса да, я буду жить, я должна пройти через этот путь, пусть бы через боль, через это, но это как этот экзамен, я должна пройти. Потом в концовке будет все хорошо, потихонечку. Просто с самого начала, қасиет келген кезде, либо когда проходишь вот это обучение, вот это все, но сразу с легкостью не получается, столько препятствий идет, вот. И я должна вот пройти, я должна это сделать, да, вот. Я себя заставляю через боль, через этот. Есть очень много препятствий, очень много. Вот недавно было, у меня, знаете, Симхана, 3 дня меня колбасило. Помните, вы что мне говорили, у тебя такой агрессивный джин, такой, охо, конец. Вот он попросил, я накормила, я все сделала, все нормально. Он потом за меня начал бороться, и он защищал меня. Я же удивилась. Но я спрашиваю, откуда, для чего, зачем ты пришел, как это? Мне никто ничего не говорит. Но когда мне вот недавно было плохо, 2 дня назад или 3 дня назад, я 3 дня как-то не понимала, что со мной происходит. Как-то вот тамағым ауырып, басым ауырып, все тело прям болело, аж тело начало трогать, прям больно было. Сөйткен кезде түнде сағат 2 тұрам, көзім ашып қарасам, как будто у меня дома серебристый туман басып кеткендей болды. Я говорю, что у нас гости опять, что ли? Что здесь происходит? Я не могу, когда... я так поняла, когда прилетают вот это не те товарищи, я начинаю колбасить, тошнит, рвота, понос, либо наоборот, қысады. 2 күн бойы сөйтіп қысты мені. Именно ночью. Сөйткен кезде я поняла, раз сағат 2-де тұрмас, значит, я должна что-то делать. Сразу өзім как это защиту поставить и читать, молить, и надо собой заниматься дегенде. Я начала так делать, они приходят, что сделали? Я вначале не понимала. Я вот иду, они со мной идут. Я на работе стою, они на мне смотрят, на меня напротив смотрят. Я говорю, да вы достали меня, уходите от меня подальше. Откуда пришли, зачем пришли, что вы хотите от меня? Они смотрят, просто они келген өзінде уже как-то нервный, вот этот вот давит, энергетика такой тяжелая у них. Потом уже кел әулелер қосылып, барлық әулелер, они тоже как-то это проверяют и начинают действовать. В концовке они убрали вот это все. Когда убрали, неужели они ушли? Вот у меня очень часто вот так происходит, очень часто. Я так поняла, они, когда они проходят, это уже как экзамен. Я должна сдавать. Через экзамен. Я экзамен береді, но экзамен это уже через боль физически. Физически уже организм не выдерживается, уже как-то уже сразу как знак берет мне. Көзбен қараған басқа, бірақ когда чувствуешь через свое тело, это совсем другое ощущение. Вот. Даже бывало, я ничего не кушала, только вот 2 недели, особенно марафон алған кезде, 2 недели я только воды пила, я не кушала, даже асқазаным не принимает у меня. Вот я себе заставила, так как выпил лекарство, я вот выпила, даже элементарно валерьяк я начала пить просто для себя, как-то успокоение, да? Нет, она обратно вышла. Уже я говорю, все, это знак, я не должна лекарства пить, я должна без лекарства деньги. Даже вот сейчас у меня горло болит, но сейчас я лекарства совсем не пью, я перестала. Я говорю, дай-ка без лекарства проверю неделю, если через неделю не пройдет, уже начну по-медицински, как лечение. Я тоже говорю, вот, аруаттарға, давайте неделю, если өтпесе, осының была медицина жақтан көмектесіңдер, жаңағы, ем шипа беріңіздер, уже у меня вот организм не выдерживается, потому что нагрузка қысылып тұрмын деп айтамын ғой. Даже бывает, вот, хочется слушать вот, звук бубин. Я не знаю почему. Вот, как витамин мне не хватает, вот, бір-екі жерден бубин дался, если на пол, рахатанып қалам, потом сижу, думаю, может, мне бубин заказать, что ли, или еще рано. Вот сижу, столько мыслей, столько этот, я говорю, ну, меня прям колбасит, туда-сюда шатает, вот. Это, знаете, вот, меня к чему-то хотят обучать, но препятствий у меня очень много. Не дают они не дают, чтобы я научилась. Позже это уже мықтылар келатыр, да? Но мықтылар келген кезде они о себе не говорят, они просто издалека смотрят, но издалека смотрят, просто смотрят. И вот эта энергия уже идет такое тяжелое, уже все шатает, и потом я начинаю с ними бороться. Вот. Но это было, как сказать, но это не легкое, это очень тяжелое. И я говорю, как хорошо, вот я благодарна вам, Асим ханым, кел әулелерге. Сіздің ата-бабаларыңызға, өзімнің ата-бабаларыма, несмотря на такой
экзамен, у меня голова на месте. Қол аяғым үстімде тұр. Бывает, аяқты тұрған кезде былай шатайды, я как мас сияқты жүремін. Вот я поняла, қалай болғанмен уже ата-бабалар қасымда тұрады, көмек беріп тұрады. Даже бұл жерде, қалай десем, басқа ұлттың несімен, басқа религиямен бір көмек беріп тұрады. Соған алғысым шексіз. Асифа, сізге де алғысым шексіз. Тем больше, я, вот, знаете, вот я недавно сидела, говорю, так, я марафон прошла, я говорю, ничего не сказал, надо сказать. Вот у меня недавно мысли было, может, стриме я скажу, интересно, как получится, что будет, и да, вот. Просто недавно об этом я думала, вот смотри, как получится. Сейчас вот я на стриме, вот это все говорю, ну, вот даже я, вот, знаете, Расифа, вот я вот говорю, так вообще, опять у меня там экзамен будет ночью. Но я знаю, у меня все получится. Если Не настраивай себя так, просто ставь защиту и все. На 3 буквы дейсің, да? Посылать их надо, только матом. Вот я сейчас и на работе, бывает, я иду, вот эту женщину вижу, я уже мысленно отправляю на 3 буквы, да, вот мысленно. Но она от меня не уходит. Я говорю, что такое? Я говорю, то один, то второй, то третий, то четвертый, прям по очереди. Как будто они знают, вот, что у меня такая мощная сила. И даже вот со мной сидят, вот бывал такой момент, вот одна женщина подошла ко мне, я просто сказала, интересно, говорю, если, говорю, с этой женщиной отрыжка пойдет, и, значит, нечисто. Опять маған қарсы бірдеңе ойы бар дегенде бір айта салам ғой, вот, как-то знак пошел. Вот кто ко мне проходит, у них отрыжка, им тяжело, плохо, и как-то неспокойно дегенде, да. Я поняла, значит, они про меня, мысли у них негативные насчет меня дегенде, да, вот, не искренние. А которого искренне вот со мной вот разговаривает, песни поем, и танцуем, и спокойно работаем, но несмотря на тяжелую работу, на физическую работу, вот. Я говорю, значит, это мой человек, дегенде. Уже вот как-то вот такой знак идет вот так вот, и показывает мне картинки, показывает их не товарищи, что мне показывают, их не товарищи. Наргиз, да, я скажу. Вот ты можешь видеть сущности всех людей, которые рядом с тобой находятся. Вот да. Первую ступень закончишь, когда вторую ступень возьмешь, ты уже начнешь видеть сущности людей, о которых ты даже не рядом, может, на другой даже планете, да, скажем, ты будешь видеть их сущность. Тебе уже надо практиковать. Почему сен постоянно қысып жатыр? Потому что ты не выходишь в эфиры, ты уже должна лечить, чистить, понимаешь? Хасиетті просто так беріп қойып саған қарап отырмайды ғой. Ой, сынақ деп отыра бермей, адамды қабылдап емдеу керек. Уже, да, я уже давно не смотрю людей, они... Ну вот, надо быстрее заниматься хасиетом. Кешке дейін жұмыс істей бермей, уже потихоньку надо отходить, находить клиентов, начните вот со своего близкого окружения, которые вот тебя же знают, там, они тем более видят твой дар, надо начинать уже работать. Сен пока жұмыс бастамағанша, сен қысыла бересің, понимаешь? Ага. Хасиетті біз өзіміз выбирать етіп, мен шаман боламын, мен емші боламын деп ешкім келмейді, нас заставляют. Нас так загнут, пока ты не начнешь лечить, чистить, у тебя все дороги будут закрыты. Вот так вот. Здесь Гульнара хочет сказать, Наргиза. Жарайды. Ага, давай. Рахмет. Алғыс шыққаныңызға. Болсын, мощный бақсы боласың, енді ты должна принять уже без страха принимать людей. Хорошо, Асим ханым, буду заниматься с этим. Да, реально, я давно не занимаюсь, уже как-то бросила. Давай. Ага, все, рахмет, сауап. Себя в руки надо взять.